Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин, сегодня в выпуске. По всей Америке прокатилась волна протестов против победы Дональда Трампа. В 25 крупных городах протестующие бьют стекла, поджигают мусорные баки и машины и называют избранного президента расистом. Он расист, он нацист. Власти Таджикистана взяли под свой полный контроль национальный интернет. На создание специального коммуникационного центра потрачена колоссальная для страны сумма – $50 миллионов. Правительственные структуры смогут напрямую прослушивать все разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик. На Украине появился аналог сирийских белых касок. Это отряды спасателей, что вытаскивают после обстрелов из-под руин раненых местных жителей. Если человек мгновенно теряет в течение 15 секунд больше пол-литра крови, наше сердце автоматически останавливается. Как открыть парижскую кофейню в глухой кыргызской провинции, где никто никогда не пил кофе, и при этом не прогореть? Этому делу я научился в интернете. Специально для этого не учился. По Америке прокатилась волна протестов против победы Дональда Трампа. Как минимум в 25 крупных городах на улицы вышли тысячи людей. Это в основном студенты, сторонники проигравшей Хиллари Клинтон. Они обвиняют избранного президента США в расизме, сексизме и ксенофобии. В Вашингтоне протесты прошли у Белого дома. Студенты перекрыли все подходы к главному зданию в Соединенных Штатах. А в Нью-Йорке митингующие осадили небоскреб Трамп Тауэр, который даже пришлось взять под защиту полиции. Подходы к самой известной башне миллиардера Трампа перекрыты грузовиками с песком. Вы видите многотысячную демонстрацию в центре Нью-Йорка. В руках у протестующих многочисленные плакаты, на которых Дональд Трамп изображен в костюме российского движения Ку-Клукс-Клан. Под носом у него гитлеровские усы. Он расист, он нацист. Он не заслуживает руководить нашей страной. Но несмотря на то, что мы не можем ничего изменить, мы счастливы быть здесь все вместе. С моими братьями и сестрами, которые разделяют мои взгляды. Все должны знать, что нам не все равно. Мы должны принять этот выбор, и мы должны смириться. Но мы хотим всем показать, что нам не все равно. В Окленде, в штате Калифорния, протестующие разбили окна в здании, где находится редакция поддерживающей Трампа газеты «Окленд Трибьюн». На дорогах по всей стране, недовольные итогами президентских выборов, жгут автомобильные покрышки, мусорные баки и вступают в драки с полицией. Тем временем ныне действующий президент США Барак Обама пригласил к себе в Белый дом избранного Трампа, чтобы обсудить передачу власти. Госсекретарь Джон Керри настоятельно потребовал от своих подчиненных быть максимально благожелательными к новым сотрудникам будущей трамповской администрации. Прекратила обвинять Трампа и Хиллари Клинтон. Тон высказываний всех демократических политиков сменился на миролюбивый. В России обрадовались избранию Трампа намного сильнее, чем в Америке. Российский президент Владимир Путин и Государственная Дума не могли скрыть своего удовлетворения. Российские депутаты и сенаторы встретили информацию о том, что Клинтон признала свое поражение, бурной овацией. Все, уважаемые коллеги, 3 минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов. Вы видите кадры из зала заседания Госдумы. Именно в тот момент, когда стало известно, что Трамп победил окончательно. Поэтому за победу Дональда Трампа, за новую внутреннюю политику в США и за внешнюю политику. Но особенную радость от победы Трампа продемонстрировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Известие об избрании американского миллиардера партия Жириновского отметила импровизированным банкетом. А сам Жириновский назвал Трампа единомышленником и заявил, что именно он предсказал неожиданный для всего мира успех. Это исторический момент, потому что этого не было 71 год. Мы можем стать союзниками в Сирии, союзниками на Украине. И в НАТО, возможно, будут изменения. Американцы могут прекратить финансирование. То есть везде могут произойти
изменений. Со вчерашнего дня известные российские деятели поп-культуры начали выкладывать в соцсетях фотографии в стиле «Я и Трамп». Снимки в компании с 45-м президентом США опубликовали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Владимир Винокур, Кэти Топурия и даже известный тяжеловес-депутат Николай Валуев. Почти все они заявляют, что являются старыми друзьями нового американского президента. Таджикские власти взяли под свой контроль весь республиканский интернет. В Душанбе открыт коммутационный центр, с помощью которого силовые структуры смогут наблюдать за виртуальной жизнью жителей республики. Эксперты заявляют о нарушениях Конституции страны. У нас на связи из Душанбе наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Правда ли, что теперь таджикским пользователям всемирной сети грозят прослушка и слежка? Здравствуйте, Динара. В Таджикистане на базе национального интернет-провайдера в тестовом режиме заработал единый коммутационный центр, который обошелся бюджету страны в $50 миллионов. Все услуги связи теперь осуществляются только через него, операторами и интернет-провайдерами. А значит, правительственные структуры смогут напрямую прослушивать все разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик и выборочно отключить компании и отдельных пользователей по собственному желанию. Коммутационный центр создан якобы для обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Независимые эксперты считают, что без общественного контроля, скорее всего, стоит ожидать злоупотреблений возможностями центра правоохранительными органами. В рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий отраслевое законодательство и некоторые другие нормативно-правовые документы разрешает органам безопасности и правоохранительных структур проводить некоторые мероприятия, но при этом должны были иметь санкцию в установленном порядке, у судов они должны взять, получать на то и так далее. Но теперь, когда люди живут в состоянии страха, парламентский общественный контроль над деятельностью правоохранительных структур в условиях Таджикистана отсутствует, это дает возможность им злоупотреблять. И поэтому они более шире подходят к этому вопросу и порою по собственной инициативе могут записывать телефонные разговоры или каким-то образом подключаться к сайтам или тем индивидуальным почтам, которые зарегистрированы в Facebook и Mail.ru и так далее, и контролировать ситуацию. И таким образом в этом выражается личная неприкосновенность, которая конституционно гарантирована для граждан Таджикистана. В Ассоциации интернет-провайдеров страны отказались комментировать создание коммутационного центра, однако подчеркивают, что сейчас существование их организации потеряло всяческий смысл. При реализации проекта ни один из провайдеров, за исключением государственного Таджиктелекома, не привлекался. Их предложение властям создать независимый центр на коммерческой основе, что соответствует правилам ВТО, членом которой является Таджикистан, были проигнорированы. Еще в начале этого года в ассоциации говорили об угрозе, которую несет подобный центр безопасности страны. И пока непонятно, насколько ситуация соответствует опасениям экспертов. Это делается во благо информационной безопасности, но возникает вопрос, как это может быть во благо, если мы всех провайдеров, всех операторов службы мобильных привязываем к одной сети, пропускаем через одну сеть. То есть может произойти любой форс-мажор, допустим, хакерская атака на одну сеть Таджиктелекома, и в этот момент пострадают все. То есть мы лишимся связи в целом по стране, мобильной и интернет-связи. С момента создания центра прошло слишком мало времени и нельзя судить о его эффективности. Но теперь служба связи, под эгидой которой создан коммутационный центр, может устанавливать, контролировать ценовую политику, что крайне невыгодно компаниям связи и интернет-провайдерам. А это противоречит законодательству страны. Государственный провайдер не входит в пятерку лучших в Таджикистане. И, возможно, также стоит ожидать постепенного снижения качества предоставляемых услуг, считают эксперты. Динара. Спасибо, Анушер. Главой МВД Кыргызстана стал бывший телохранитель президента республики Улан Исраилов. Ему предстоит провести реформы в правоохранительной системе. Между тем, новоявленный министр не смог ответить ни на один вопрос кыргызских депутатов о его предстоящей работе. Вот как это происходило. Ответы министра даже не нуждаются в переводе. Канча министерство бар? Айталасызбы?
Өкмөттө. Жок. Канча министерство? Жок. Андан ары. Министр болуп келип калсаңыз, кризис кетет. Кризистин негизги себебин айтып бериңизчи. Назыр ишенген улан Исраилов деген министр келип олтурат. Ал үчүн премьер-министр жооп берип атат. Татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жок, 22 мүчөсү бар. Сиз 22-чисисиз. Экинчи суроо. Канча роводу, канча говоду бар? Роводу ар кайсы шаарда 4 роводу бар. Жок, Кыргызстан боюнча деп атам да мен. Кыргызстан болсо тактап айтсам болот эле мындай. Мына эми билбейт экенсиз, билип алганыңыз жакшы болот эле да. Мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңыз. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. 9-чу министр. Эми болду. Сиз менен бүттү. Улан Исраилов не первый охранник Атамбаева, назначенный на высокую должность в силовых структурах. Еще один из бывших телохранителей президента, Дамир Мусакеев, сейчас возглавляет 9-ю службу Госкомитета нацбезопасности страны, которая занимается охраной первых лиц государства. Заместителем председателя ГКНБ также является в прошлом президентский телохранитель Болотбек Суюмбаев. В Казахстане получила неожиданное развитие история приговоренного к 2 годам тюрьмы карагандинского учителя Юрия Пака. Его осудили за лжетерроризм. Напомним, что вынесенный ему приговор вызвал шквал осуждения со стороны общественности. Но вдруг на популярном видеопортале Kiwi.kz, казахстанском аналоге YouTube, появились профессиональные видеоролики, в которых судьи Карагандинского суда, вынесшего суровый скандальный приговор, объясняют, что учителя физики посадили правильно. А теперь я хотел бы ответить на те вопросы, которые возникли у интернет-пользователей в связи с данным делом. У Юрия Пак алиби. Во время преступления он находился в школе и все время был на виду. У Юрия Пак алиби нет, потому что он не находился долгое время в одном месте. Об этом говорят опрошенные свидетели. И у него, соответственно, была техническая и физическая возможность произвести звонок, о котором идет речь. Природа этого преступления такова, что преступник пытается запутать, он изменяет голос, представляется другим человеком. Он делает все для того, чтобы, совершив это преступление, уйти от наказания. Сайт Regnum.ru сообщает, что автоматическое размещение подобных длинных роликов, тем более их длительная ротация, на популярном портале Kiwi.kz стоит довольно больших для Казахстана денег. Прайс-лист находится в открытом доступе. Источники в Верховном суде республики заявляют, что теперь подобные интернет-разъяснения будут даваться по поводу всех резонансных процессов. Далее в программе. На Украине появился аналог сирийских белых касок. Это отряды спасателей, что вытаскивают после обстрелов из-под руин раненых местных жителей. Если человек мгновенно теряет в течение 15 секунд больше пол-литра крови, наше сердце автоматически останавливается. Как открыть парижскую кофейню в глухой кыргызской провинции, где никто никогда не пил кофе, и при этом не прогореть? Этому делу я научился в интернете. Специально для этого не учился. Российские военные заявили о мощной серии авиаударов, которые ВКС России нанесли по мятежной сирийской провинции Идлиб. Со слов генералов, повстанцы из Идлиба отправляют подкрепление для прорыва блокадного кольца Алеппо, и российская авиация была вынуждена нанести по ним около 100 ударов. Самолеты сделали как минимум 55 боевых вылетов. А это кадры из социальных сетей самого Идлиба. Авторы утверждают, что опять российские бомбардировщики сбросили свои бомбы и ракеты не на вооруженных оппозиционеров, а на жилые кварталы. И опять среди жертв в основном женщины, старики и дети. Тем временем российская авиация так и не возобновила бомбежки восточного Алеппо. Генштаб заявляет, что интенсивность российских авиаударов усилится уже в ближайшие часы, но все они будут наноситься по скоплениям боевиков Джабхат ан-Нусры за пределами блокадного кольца. В атаках на пригороды Алеппо, со слов российских военных, будут задействованы все палубные самолеты авианосца «Адмирал Кузнецов».
Между тем, западные СМИ со ссылкой на разведданные НАТО сообщают, что современные истребители адмирала Кузнецова уже летают в небе над Сирией. Правда, пока они не нанесли ни одного удара. Ограничиваются в основном авиаразведкой. В Крыму, в Севастополе, Федеральная служба безопасности России задержала 3 украинцев, подозреваемых в подготовке серьезных диверсий на полуострове. На официальном сайте спецслужбы говорится, что они якобы работали на украинскую военную разведку. У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты схемы объектов предполагаемых диверсий. В Министерстве обороны Украины заявление ФСБ назвали ложью. Цитата: «Это фейк для прикрытия собственных репрессивных действий в отношении жителей полуострова». Заявление российских чекистов – это провокация против украинского государства и очередной шаг в информационной войне против Украины. После оккупации Крымского полуострова оккупационная администрация систематически подвергает репрессиям украинцев, крымских татар и людей другой этнической принадлежности, точка зрения которых отличается от кремлевской. Мы призываем граждан Украины и других государств не посещать без необходимости оккупированные территории. Нам удалось связаться с братом одного из задержанных, Дмитрия Штыбликова, Алексеем. Как он воспринял обвинение ФСБ в подготовке диверсий и чем на самом деле занимался Дмитрий в последнее время? Он работал на инженерных складах, по-моему, гражданского лица. Точно я не уточнял, то есть я не знаю. Я знаю, что это Севастополь, но где что, я помочь. Он когда-то служила в украинской армии. Это было лет 11-12 назад. Необоснованное обвинение, которое ему предъявлено. Ранее Алексей Штыбликов рассказал, что его брат Дмитрий до 2014 года работал в Севастополе аналитиком Центра изучения геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества. Некоторых из задержанных крымские журналисты знают как аналитиков, специализирующихся на военно-морской тематике. Почему они могут представлять интерес для российских спецслужб? Во время оккупации Крыма и все архивы спецслужб на территории Крыма, архивы офицеров запаса в военкоматах, они все, естественно, попали в руки оккупантов. Тем людям, которые на сегодня живут в Крыму и не могут выехать, да, у которых сами являются военными пенсионерами с украинских спецслужб являлись, за ними придут. Либо с тем, чтобы склонить их к сотрудничеству, чтобы они стучали на своих там знакомых, друзей, коллег и так далее, либо придут с шантажом. И вот как обвинение ФСБ прокомментировал советник главы СБУ Юрий Тандит. Первое. Мы их не считаем диверсантами. Граждан Украины спецслужбы Российской Федерации используют в своих специальных, в том числе информационных операциях, чтобы нагнетать страх, показывать такие страшилки, говорить, что вот там украинцы воюют против России, задержанные в Крыму. Граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. Мы, конечно, будем делать все, чтобы их освободить. Ближе к вечеру суд в Севастополе вынес решение оставить 3 задержанных украинцев под стражей на 2 месяца. Теперь в Донбасс, в зону боевых действий. Там работает аналог сирийских белых касок, украинская организация АСАП. Врачи перемещаются вдоль линии разграничения, оказывают медицинскую помощь раненым и местным жителям. С волонтерами познакомилась наш корреспондент Ольга Калиниченко. As soon as possible. Так звучит девиз украинских белых касок. Их задача как можно быстрее приехать на место происшествия и оказать первую помощь. Помимо этого, добровольцы выезжают на помощь и гражданскому населению в серую зону. Мы едем в село Курдюмовка. Село свободно. Плюс. Село Курдюмовка. Село недавно освободили. После того, как передвинули немножко пост, после разграничения территорий. За поворотом водитель ускоряется. Тут простреливается территория. А если вот угроза какая-то, отстреливаться, допустим, чем-то? Шприцами. Шприцами будем отстреливаться. И физраствором.
АСАП состоит из добровольцев и существует за счет волонтеров и пожертвований. Что смогли собрать из лекарств, с тем и едут. Всегда с собой аптечка и на экстренный случай. Если бахнет, то у нас есть 30 секунд для того, чтобы остановить. Просто если перебивает магистральный сосуд, если человек мгновенно теряет в течение 15 секунд больше пол-литра крови, наше сердце автоматически останавливается. Александр по образованию хирург, но тут он выполняет обязанности терапевта. Мне нужно раскрыть рану. Да я пью сама расскажу. Да, вот уж вы занесли бы инфекцию еще больше. Да? Да. Тут же самая большая беда – это инфекция, которую вы заносите. В огороде работаете, попала инфекция туда, все. У посадки тем более. Какая посадка? Там же мин везде. Прием длится более часа. Пришли жители всех близлежащих сел. Ребята из таких организаций для местных жителей чуть ли не единственный шанс на спасение. Ведь ближайшая больница почти в 50 километрах. Старый человек, мне надо ехать, я не поеду. А кого-то просить, я плачу, а я получаю 1000 только одну. Пока одна бригада работает с гражданскими, другие остаются на базе. Они дежурят на случай срочного выезда к бойцам. Из-за постоянных обстрелов делать это приходится часто. В среднем, не знаю, может быть 5 раз, может быть 10 раз за сутки, может быть 1 раз, может быть ни одного. Экипажи АСАП базируются около самых горячих точек фронта, например, в районе Попасной. Тут противник ежедневно обстреливает позиции ВСУ из тяжелой артиллерии. Во время одного из таких обстрелов пострадал подросток, живущий на окраине Попасной. Когда его дом засыпало снарядами, на помощь сразу же приехала скорая. Андрею повезло, он остался жив, и ему вовремя оказали медицинскую помощь. Так же, как и повезло сотням другим, кто остался жив, благодаря добровольцам из АСАП. Ольга Калинченко, Илья Никонов. В настоящее время Луганской и Донецкой области. Молодой житель Кыргызстана открыл у себя на родине, в глухой кыргызской глубинке, кофейню. Для Таласской области подобные заведения еще в диковинку. И пока считаются экзотикой, еще и потому, что кофе в этих местах практически никогда не пили. Но для многих местных жителей чашка кофе по утрам в почти французской кофейне уже становится привычкой. Шавкат Тургаев рассказывает. Сейчас я сделаю капучино. Он очень хорошо продается. Его клиенты полюбили. В этом году Тимирлан окончил дипломатическую академию. Всегда мечтал стать дипломатом, но после учебы работу по специальности найти не смог. Сидеть на шее родителей он не захотел и решил открыть кофейню. Первую и пока единственную в своем регионе. Здесь он и бариста, и официант, и директор. Когда я окончил академию, я начал искать работу. Потом мне на ум пришла мысль открыть кофейню, ведь у нас в Таласе нет ничего подобного. Сначала Тимирлан угощал всех бесплатно, чтобы набрать клиентуру, да и к новому для себя делу приноровиться. А теперь ежедневно у него много посетителей, которых он приучил пить ароматный напиток. Очень хорошее место. Мы с друзьями теперь сюда часто приходим. Натуральный кофе пьем. Об искусстве кофеварения, говорит Тимирлан, прежде не имел никакого представления. Все знания и мастерство пришлось постигать самостоятельно. Этому делу я научился в интернете. Специально для этого не учился. Никаких курсов по приготовлению кофе или пиццы я не учил. Каждый день сам экспериментировал, пробовал, так и научился. Посетителям новомодное заведение нравится, но, говорят, было бы хорошо продавать здесь и национальные кыргызские напитки джарму или бозу. По мнению клиентов, это может привлечь иностранных туристов. Если бы здесь еще и национальные напитки стали продавать, то клиентов стало бы еще больше. Тимирлан считает, что для жителей Таласа кофейня – это новое явление, и к культуре кофепития людей надо приучать еще долго. Шавкат Тургаев, Альбина Сулайманова. В настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.